Доброе утро, друзья! В эфире утренняя передача «Новый день». С вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Как у вас настроение? Отдохнули хорошо? Ну что ж, если так, то действительно можно с новыми силами приступать к будням и к работе. И, естественно, в первую очередь мы напоминаем вам о проектах, которые запускает НВК в этом году. В этом году мы празднуем важную дату – 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. И под эту важную дату мы сейчас принимаем от вас письма, которые ваши деды, прадеды и родственники писали вам с линии фронта в 41-45 годах. А мы готовим проект «Письма Победы». Также мы хотели бы напомнить вам, что в прямом эфире у нас работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. По этому номеру вы можете отправить нам сообщение в виде поздравлений своим друзьям, родственникам, кому хотите. Или поделиться вашим секретом, как вы приходите в рабочую норму, друзья. Да, кстати, так что пишите нам интересные WhatsApp-сообщения. Ну а мы приступим к интересному разделу нашей передачи. Это даты. Сегодня очень важно для всех журналистов, для всех работников периодической печати и средств массовой информации праздник. Сегодня мы отмечаем День российской печати. По оценкам специалистов, в 2019 году в России было зарегистрировано более 41 тысячи печатных изданий. Более половины наименований – это газеты, журналы и лишь малая часть – другие виды печатных изданий. Ежедневно в среднем по подпискам распространяется более 20 миллионов экземпляров различных изданий. И начиная с 1997 года прошлого столетия День российской печати традиционно проходит вручение премии президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов. Так что мы от всей души поздравляем наших коллег-печатников с их профессиональным праздником. 13 января сегодня канун Нового года по старому стилю. Праздник совершенно уникальный, и существует он только в России из-за разницы в летоисчислении между григорианским и юлианским календарями. В ночь с 13 по 14 января каждый может позволить себе допраздновать самый любимый праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отметить начало Нового года он может лишь после окончания рождественского поста. Старый Новый год отмечают не только на территории СНГ. На 13 января также накрывается праздничный стол в следующих странах. Это в Греции, в Македонии, в Румынии, Сербии, Черногории и Швейцарии. Интересно, что разница между юлианскими и григорианскими календарями увеличивается каждое столетие. Сегодня разница между юлианскими и григорианскими календарями составляет 13 дней. А с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будет отмечаться на день позже. Так что, друзья, мы поздравляем вас с очередным зимним праздником, с очередным Новым годом. Россияне очень любят этот праздник. Если не успели допраздновать, сегодня у вас есть прекрасная возможность. Но на этом праздники не кончаются. Именно сегодня отмечается праздник гидрометеорологической службы. Дело в том, что 13 января 1872 года начала работать эта служба погоды, выпустив свой первый ежедневный метеорологический бюллетень. С развитием наблюдательной сети и методов передачи информации служба погоды тоже развивалась. С 1930 года была создана сеть аэрологических станций и началось составление первых высотных карт. А с 1960 года в составлении прогнозов погоды стали использовать спутниковую информацию. И на помощь синоптикам пришли метеорологические локаторы и численные методы прогноза погоды с использованием ЭВМ. Так что сейчас самое время поздравить наших коллег из Гидромета с их профессиональным праздником. И, наверное, пора узнать, что же новенького они нам приготовили на сегодняшний день. Итак, погода. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные улусы 20, минус 24, днем минус 25, минус 27. Заречье минус 20, минус 32, днем минус 36, минус 28. Южные улусы минус 20, минус 22, днем минус 20, минус 26. Вилюйские улусы минус 28, минус 29, днем минус 15, минус 26. Нижнеленские улусы минус 30, минус 35, днем минус 29, минус 32. Западные улусы минус 22, минус 28, днем минус 23, минус 26. Колыма-Индигирские улусы минус 31, минус 50, днем минус 28, минус 36. Янские улусы минус 34, минус 37, днем минус 24, минус 30. Северо-западные улусы минус 29, днем минус 25, минус 30 градусов. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 39 градусов,
Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 1,4 метра в секунду. Днем ожидается минус 30, минус 32 градуса. Ну что ж, погода хорошая, настроение хорошее, понедельник начинается энергично, и сегодня важен для нас праздник – День российской печати. Принимают поздравления служители пера и микрофона. Этот праздник связан с исторической датой. Началом издания первой российской печатной газеты 13 января 1703 года по указу Петра I, новатора великого, вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости». Ну а как все начиналось в Якутии? Давайте посмотрим в следующем сюжете. Первые периодические издания в Якутии появились в конце XIX века и выпускались в основном православной церковью. В 1887 году вышел в свет первый номер якутских епархиальных ведомостей. Чуть позже начал выпускаться журнал «Голос Якутской церкви». 8 января 1892 года начали издаваться якутские областные ведомости, печатный орган областного управления. С этого события зарождается официальная периодическая печать в Якутии. Газета выходила 2 раза в месяц, имела от 4 до 8 полос и распространялась в розницу. В 1907 году начала выходить первая частная газета «Якутский край». До 2016 года издание сменило 3 названия – «Якутская мысль», «Якутская окраина» и «Ленский край». До февральской революции в Якутии издаются журналы на якутском языке «Сахасаната», ежемесячный литературно-политический журнал «Ленские волны», сельскохозяйственный журнал «Якутское хозяйство». В декабре 1919 в Якутске произошел вооруженный переворот, в результате которого в городе была установлена советская власть. Вышел номер известий Якутского революционного штаба Красной армии. В марте 1920 года в Якутске образован Временный комитет. Известие становится его официальным органом. 31 марта 1920 вышла как «Якутская правда». В июне того же года Якутское организационное бюро РКПБ приняло решение о партийной печати. «Якутская правда» была переименована в «Красный север». До 1966 года эта дата отмечалась как день рождения коммунистической печати. В этом же году «Красный север» переименован в «Ленский коммунар». Активное участие в издании газеты принимал Максим Амосов. В канун 1922 года вышел первый номер газеты на якутском языке «Манчары». Первую полосу посвятили автономии Якутии. С «Манчары» началась биография газеты «Кым», преемником которой стала современная газета «Саха-Сире». Во время Великой Отечественной войны журналисты якутских газет в своих публикациях выступали за сбор средств на вооружение Красной армии. В 1943 вступила в бой танковая колонна Советской Якутии, инициатором создания которой выступила газета «Социалистическая Якутия». Сегодня в Якутии зарегистрировано около 400 СМИ, в том числе более 40 районных изданий. Что ж, еще раз сердечно поздравляем наших коллег. Каждый гражданин, достигший 14-летнего возраста, обязан иметь паспорт гражданина Российской Федерации, который действует на территории страны. И сегодня в рубрике «Мои документы» эксперт Марина Петрова расскажет нам, чем грозит несвоевременная замена паспорта гражданина Российской Федерации. Паспорт подлежит замене при следующих основаниях: достижение 20-летнего и 45-летнего возраста, в случае изменения фамилии, имени, отчества, также если в паспорт вносится изменение по дате рождения, либо в случае изменения места рождения гражданина. Также паспорт подлежит замене в случае износа, порчи, повреждения, при обнаружении неточности или ошибочности, произведенной в записи документа. Отмечаем, что несвоевременная замена паспорта влечет к административной ответственности, которая устанавливается штрафом в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Исключением является случай, когда идет первичное получение паспорта, то есть по случаю 14-летнего возраста. Граждане, которые не достигли 16 лет, они не привлекаются к административной ответственности. За умышленную порчу, уничтожение или утерю паспорта вам может быть выписано предупреждение
повреждения, либо наложение административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей. После того, как вы обнаружили, что ваш паспорт просрочен или на нем имеется порча, возникает вопрос, где его поменять и составить административный протокол. Для прохождения административной комиссии и получения квитанции с реквизитами необходимо обратиться в отдел по вопросам межмуниципального управления Якутское, который находится по адресу город Якутск, улица Лермонтова, 37, в кабинет номер 3. Граждане, проживающие на территории других районов, обращаются непосредственно в районный отдел по вопросам миграции. Ответственный инспектор управления выдаст вам квитанцию с реквизитами для погашения штрафа, который можно оплатить в любом из банков или терминалов. Для замены просроченного паспорта необходимо придерживаться следующей шаговой инструкции. В первую очередь, обращение в отдел по вопросам миграции для уточнения необходимости оплаты штрафа и прохождения административной комиссии. Далее, подача заявления на замену паспорта. Вы это можете сделать путем подачи заявления через единый портал государственных услуг, госуслуги, либо путем обращения в любой офис центра «Мои документы» на всей территории Республики Саха-Якутия. Далее вы ожидаете получения готовности паспорта. По готовности необходимо обратиться за получением вновь оформленного вашего паспорта. Каждый гражданин обязан обеспечивать сохранность документа и его действительность. Мы несем полную административную ответственность за повреждение и порчу паспорта и должны своевременно обращаться по случаю замены при наступлении обязательств. Вот так вот помните, какие законы есть и как их соблюдать. Но Новый год пришел, вступили разные законодательные проекты в силу, и очень приятно сейчас будет нам рассказать о хорошем проекте «Земской учитель». Наверняка многие из вас помнили про предыдущих лет программу «Земской доктор», да, когда молодые специалисты получали возможность подъемных денег, чтобы переезжать в вузы и работать. Что ж, о вот этой программе, о «Земском учителе» нам расскажет Михаил Юрьевич Присяжный, заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Ну давайте подробнее, что за такая программа? Когда она начала работать? Программа пока не имеет большой истории. В феврале 2019 года послание президента Российской Федерации Федеральному собранию, где он, в общем-то, выразил пожелание правительству Российской Федерации разработать такую программу, по аналогии действительно со системой здравоохранения. Мы рады, что такая программа появилась, и вот буквально 15 ноября 2019 года уже приняты соответствующие положения о распределении данной субсидии «Земский учитель». Мы 20 декабря уже прошедшего года подписали соответствующие соглашения правительства Республики Саха-Якутия и Министерства просвещения Российской Федерации. То есть мы готовы к реализации. Программа важная, поскольку она работает на заполнение тех вакансий, которые годами испытывают проблемы, то есть дефицит кадров. Много лет не велся какой-то предмет, вели смежники, небольшая школа, то есть выравнивание образовательных возможностей. Расскажите, кто может принять участие в этой программе? Программа, нужно сказать, что условия достаточно широкие. Не так, как мы привыкли говорить только о молодых специалистах. Здесь возраст до 55 лет, наличие профильного образования педагогического, среднепрофессиональное или высшее, в зависимости от вакансии, согласие работать на полную ставку, то есть 18 часов и выше. И также согласие переехать в сельскую местность или в малые города на срок 5 лет, не менее 5 лет. То есть это базовые условия, но есть и дополнительные, очень важные. Мы надеемся, что все-таки будет конкурс. Дополнительные условия – это, например, стаж непрерывной педагогической деятельности не менее 10 лет. Чтобы специалист был Чтобы хороший. был специалист. Это возможность преподавания смежных дисциплин. То есть это математика и информатика, химия и биология, поскольку речь идет также и о небольших школах, где, собственно говоря, ограничены возможности по количеству часов. Ну и ряд других, в том числе, например, и такой показатель, как если человек окончил эту школу, в которой открыта вакансия. То есть это тоже дополнительный балл, тоже, мне кажется, очень важный. Хорошо, а что получает вот такой соискатель, скажем так, если проходит по требованиям и проходит возможный конкурс? Во-первых, статус победителя. То есть это очень важно. Во-вторых, это, конечно, стабильную работу. В-третьих, это все-таки поддержка на региональном уровне, определенная поддержка. И четвертое, это единовременная выплата в размере 2 миллионов рублей.
и она будет произведена. То есть мы на самом деле готовимся, трудовые будни мы начали, да, продолжается текущий учебный год, а мы на самом деле сейчас смотрим уже в учебный год следующий, потому что те, кто... Сентябрь. Да, те, кто отберется по этой программе, будет выбран победителем, с 1 сентября приступит к работе. Выплату получат вот с 1 сентября по 1 декабря. Причем на любые цели. То есть вы не будете отслеживать? Нет, мы в форму заявления все-таки, вот в указ главы Илдархана Республики мы форму тоже приложили, то есть там в форме будет, куда планирует расходовать. Но это просто для нас, для понимания, чтобы можно было координировать, например, программы жилищного строительства с местными властями, чтобы можно было понять, какая потребность есть у этого соискателя. Есть еще вот такой вопрос, если человек уже использовал какие-то другие государственные меры поддержки? Какие-то Можно ли пилотные, использовать? возможно, льготные Нет, проекты? мы в этот момент рассматривали, наша рабочая группа Министерства образования и науки с представителями там, общественного совета, других органов, которые вот нам помогали разобраться, мы все-таки в положение включили, что это такие люди не могут принимать участие. То есть только те, кто впервые, кто не пользовался другими программами, потому что республика ведь поддерживала тоже учителей, арктические районы, в частности, обеспечение жильем была программа. Поэтому впервые. Сколько квот предусмотрено, расскажите, в этом году и в следующем, последующем? Ну, нам бы хотелось больше, конечно, да, всегда хочется больше. Мы уже видим, что интересная программа. На этот год предусмотрено 19, в следующем году 16 и в 2022 году 15. То есть нужно успевать. Нужно успевать. Объем софинансирования большой, мы понимаем, это 100 миллионов рублей на 3 года. А что дает что участие ждёт, в программе, вот мы хотели еще узнать. А школы, для да, учителя? для школы, ну, для учителей-то понятно, можно переехать в родные места. Школа, для школы, это, говорю, что это материальное решить, положение. конечно, старые проблемы, потому что не секрет, что в любой школе бывают вопросы. То, например, с учителем истории как-то, да, не получается, то с учителем математики, физики. Ну, разные ситуации, разные складываются. У нас вот эти вакансии, это, конечно, совместная работа с муниципальными образованиями. Мы отобрали их видение и приняли свое решение. Ну, начиная от вакансии в Мугурдакской школе Абейского района, учитель математики и информатики, там причем нагрузка около 26 часов, Ого. и завершая Туматская школа Устьянского района, там физика и информатика, там порядка тоже 24 часов. То есть в топе математические какие-то предметы, да, специалисты? Нет, по я бы так не математике? сказал. Есть и биология, и химия, есть и учителя английского языка, даже для дальних школ, для любых школ, мы считаем, это тоже важно, и мы обратили внимание на эти вакансии. Но самое главное, что вот сам механизм, да, как можно дойти, как можно подать документы, есть портал «Земский учитель». У нас в министерстве есть координатор, ответственный То есть можно секретарь позвонить, да? Винокурова Мария Михайловна, это отдел кадровой работы и госслужбы. И есть региональный оператор, что очень удобно. Региональный оператор – это Институт развития образования и повышения квалификации работников образования. То есть то учреждение, которое работает как раз с учителями, занимается их повышением квалификации. Этот портал мы вообще-то планируем использовать и для заполнения других вакансий. Не только по этой какие программе. районы вот, собираются районы? принять учителей? Ну, здесь сложно было выбрать, конечно, да, тоже мы советовались. Запросов Мы много, все-таки, во-первых, нужно сказать, что только 2 района в этом году не принимают участие. Это Ивино-Батантайский и Амгинский. Ну, это по их причинам. Ну, в 21-м они, надеюсь, примут участие. Мы поддержали все арктические районы, то есть 12 туда ушли вакансии, и ушли вакансии в ряд других районов. Это и Верхневилюйский, это Намский, Мирнинский, Алданский. Соответственно, тоже где есть вакансии определенных учителей. Ну, я надеюсь, что эта программа хорошо отразится и на уровне образования, и на, скажем так, заинтересованности учителей в преподавании. Спасибо это, большое, что Это, пришли. конечно, равный Большое доступ спасибо. к качественному образованию. То, Да, на что мы держите нас в направлены. курсе. Я думаю, что мы еще встретимся по этому поводу. Да, спасибо. Друзья, но если вы ищете работу не учителя, то, внимание на экран, сейчас мы зачитаем вам несколько актуальных вакансий. Итак, Требуется бухгалтер, товарно-материальные ценности. Требования: высшее образование, опыт работы от 5 лет, знание программы 1С, бухгалтерия. Стрессоустойчивость, пунктуальность, исполнительность. Зарплата 35 тысяч рублей. требуется инженер по светотехническому обеспечению полетов службы электросветотехнического обеспечения полетов. Высшее профессиональное образование, техническое, опыт работы по специальности от 3 лет, прием на работу по результатам собеседования. Зарплата, внимание, 40 тысяч рублей. Требуется механик эксплуатационного технического управления. Высшее профессионального образования.
Техническая. Опыт работы на аналогичной руководящей от 5 лет. Прием на работу по результатам собеседования. Зарплата 50 тысяч рублей. Друзья, вот такие хорошие вакансии, хорошие зарплаты, хорошие возможности начать новую жизнь в новом году. Ну а мы продолжаем наш эфир, и у нас сейчас очень Да, у интересный нас гость. просто очень замечательный гость. Юрий Коковин, фотокорреспондент Нерюнгринской газеты «Индустрия Севера». Юрий Николаевич, доброе утро. Но вы у нас сегодня не случайно. Сегодня вы получаете важную награду Да. «Золотое перо». Вы приехали на бал прессы, который состоится сегодня вечером. Как у вас настроение? Настроение что, позитивное, нормальное настроение. Ну, давайте расскажем нашим Да. телезрителям, потому что часто бывает такое, что мы читаем материалы, мы смотрим фотографии, но бывает не замечаем подписи авторов, да? Вот ваш опыт в журналистике уже более 30 лет. Вы Да. себя к какому жанру относите? Да, наверное, жанр фоторепортаж. Самый обыкновенный и самый, наверное, как бы самый востребованный. Все там. Давайте сейчас выведут нам на экран ваши работы, ваши фотографии, посмотрим. Это действительно вы снимали? Ну, кто же? Я чужие Насколько фотографии. издалека? Вот мне страшно, на самом деле, было бы приблизиться. Ну, некоторые звери, конечно, сфотографированы с расстояния там 2 метра медведи, есть с расстояния 50 метров. Ну, это в зависимости от ситуации, в зависимости от сюжета, который нужен. Ой, милый какой. Ну, как вы выбрали такую профессию? Вот расскажите. Ой, это Или она выбрала вас? вообще случайно. Я работал машинистом тепловоза, а потом... Тепловоза. Да, это, Машинистом. да, ну а потом и занимался с детства, с раннего, с 11 лет занимался фотографией, рыбалкой и путешествием по тайге. А потом, когда случилось какое-то небольшое нездоровье и пришлось в медкомиссию, я не прошел на тепловозе. И сама судьба подсказала, что нужно. И увидел маленькую заметку Требуется, в да? газете. Требуется фотограф. Пришел на предприятие к Евгению Александровичу Варшавскому. Говорю, вот я хочу работать фотокорреспондентом. Он говорит, а где у тебя документ? И я говорю, ну нету. Есть документы, да. Документов машиниста пока здесь тепловоза. нету. Ну и, в общем-то, поступил. И Но вы же не якутянин, не коренной. Вы же приехали, да, получается, к нам из другой области. я приехал со Свердловской области, с Урала. Что вас сюда привлекло Ну, тогда, в далекие... Начало 80-х же, да? Начало 80-х, строительство БАМа и строительство Нерюнгринской ГРЭС. Мы же все строители, надо было осваивать Южную Якутию, зарабатывать деньги, зарабатывать машины. Это даже привилегии были северянам, поэтому без всяких вопросов надо было ехать и все. Итак, какую статью или работу, да, по-другому Да, назвать, вы направили на суд своих коллег в Якутск? Какая Ну, работа принесла вам победу в номинации «Золотое перо»? Ну, я же работаю в газете «Индустрия Севера» и постоянно работаю. И там у меня есть... мы с редактором придумали когда-то лет, наверное, 7-8 назад рубрику «Лесная газета». Ну, по сути дела, от нее и началось, что я начал писать. Вернее, делать фотографии, а к ним делать обширные подписи. И обширная подпись на 2 страницы А4 формата. Но вы и сейчас называете свои статьи просто подписи. А почему? Ну, потому что если нету фотографий, то не будет и, по сути дела, объяснений к этой фотографии. То есть Ну, а вы Как голыми отнестись? словами не сдаете материалы абсолютно никогда? должен быть фотофакт. Ну, вот если вот я видел, там, допустим, какую-то птицу или какого-то зверя, ну и в том же плане и человек. Если я пришел к человеку, что трудно мне сделать фотографии, трудно мне с ним побеседовать. Это, ну и что, в школе же вроде учили. Ну вот, допустим, это вот, допустим, фотографии медведя, да? Это задание или это так Да случайно? нет, получилось? Веление души. это и не задание, это просто увлечение, которое называется фотоохотой. А фотоохота, она требует как бы такого экстрима маленечко. Медведей я очень много снимал, у меня, наверное, снимков... Так, ну а тысяч. как их снимать, чтобы приключениями не закончилось? Нет, приключения Чтобы бывают. приключения Какие? этим Приключения, закончились, да, ну, скажем так. бывает, что с медведем расходишься в 1 метре. Но, слава богу, еще пока это такого, чтобы он меня лапой ударил. Ну, было. И Опасная у вас работа? Да нет, она не опаснее, чем шахтер, не опаснее, чем водитель. Точно такая же, как у всех. Просто она чуть-чуть другая, ну и, наверное, на мой взгляд, более интересная. А откуда такая любовь вот к животным, к природе? Ну, откуда все мое детство прошло в Уральском поселке, а все свободное время я проводил
по сути дела, в лесу, на речке, но отсюда так потихоньку. Ну, самое лучшее развлечение это для меня было путешествие на реку и в лес. Вот отсюда оно так. И теперь я, скажут мне, сходи в театр или сходи на один день в тайгу, я, конечно, выберу тайгу. Хорошо, а ваши близкие и друзья как про ваше увлечение, про вашу работу, да, думают? Да это не Не считают работа. вас чудаком таким? Ну, маленечко, конечно, считает. Как не считать, если все свободное время там? Как не считать? Ну, вообще-то мне это очень нравится. И, по сути дела, я и семью свою приучил. Мы больше 10 рек с семьей пропутешествовали по 30-40 дней летом с женой, с семьей. Это проводим. Вот эта история, когда вы караулили ток птиц каких-то, сколько вы их Ой. стерегли? В общей сложности за всю жизнь, я так посчитал, примерно 450 дней. То есть Ну, ожидание, да? больше Да, года. Больше ожидания. года. Но каждую весну там по 20-25 дней я это наблюдаю за этими птицами, я их приучил. Ну, они, в общем-то, и как бы такое, ну, желание такое, как бы охоты и удовлетворяет фотоохота. Ну, у вас есть понятие «золотой кадр». Да, у всех как- фотографов золотой кадр. Вы Да свой нет, у меня так- сделали Нет, уже я- или еще нет, нет? нет. Есть ли у вас хотя бы те фотографии, которые вам предпочтительнее? Любимые. Да нет, наверное, самый лучший кадр, который я еще не успел сделать, это самое, а те, Ну, а честно, что бы мечтали снять? Кого? Да, у меня самые обычные мечты, я не хочу ни африканских слонов, я хочу снимать просто Якутию, вот и все. Хорошо, от обратного. А что вы никогда не будете фотографировать или описывать? Ну, вот что не ваше? Может быть такое? Или за все? Сталкивались вы с Не, тем, ну, что вот когда-нибудь вам вообще-то- что-то не нравилось? Ну, вообще-то не нравится негатив, когда пренебрежение к человеку совершенно не нравится, мне сложно. Когда, допустим, какие-то там катаклизмы, человеческое общение мне не нравится, и я, наверное, не буду снимать. Не буду снимать ссоры, не буду снимать это самое, ну, я не знаю, может быть, слава богу, пока войны То нет. есть задача фотографа — это передать прекрасное, Да, счастливое. у меня да. А как начинается ваше утро? Что вас радует с утра? Во сколько вы встаете? Летом встаю в 4 часа утра. Вот так, раньше Да, нас даже, коллега. да, Максим? Да. Что Ну, заставляет вас улыбаться и идти на вашу фотоохоту? Да все, новый день вот и начинается он с позитива. То есть я совершенно, хоть и уже в возрасте, совершенно люблю и просыпаться, и, слава богу, стоять живой, держать в руках там кружку с чаем, держать в руках фотоаппарат, держать в руках спиннинг, удочку. Ну, то есть очень много Быть на позитива. свежем воздухе, да. Ну, свежий воздух. Вот свежий воздух в Якутии, слава богу, он почти везде свежий воздух. Но я же не только природу снимаю. Я еще и много снимаю и шахтеров, и работу промышленных предприятий, и тоже получаю от этого удовольствие. И удовольствие от общения с людьми получаю. Шахтеры меня, Ну, вас, наверное, в Неринге-то все знают. ну, в Неринге, ну, наверное, знают многие. Ну, во-первых, я почти с первого колышка там. Это самое, и даже работая на железной дороге, я уже потихонечку снимал. Это, Осталось совсем чуть-чуть, и мы хотели бы последний вопрос вам задать. Чувствуете ли вы разницу в журналистике, которая была, когда вы начинали, и сейчас? Да, как изменилась журналистика сейчас? Да что, вы же сами видите на глазах, что журналистика стала молниеносной. Не особенно событийные, ну, как бы, такие события, они раз и Моментально выходят. через 5 Сейчас минут. вы у нас сидите в эфире, а через часок вы у нас будете в Инстаграме. Ну, вот видите, как это самое, поэтому... Юрий Николаевич, большое спасибо, что пришли. Мы Спасибо вас большое. поздравляем с золотым пером. Вас Спасибо сегодня вам. вручат этот приз. Радуйте нас и дальше вашими замечательными фотографиями. Спасибо. Да, мы переходим на короткий перерыв, не переключайтесь. Друзья, вы продолжаете смотреть программу «Новый день». Сегодня понедельник, 13 января. Да. 2020 год уже вовсю начался. Я надеюсь, что уже все в рабочем настроении. А далее мы хотели бы передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей.
Здравствуйте. В прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Список получателей налоговых льгот стал шире. В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 квадратных метров по одному земельному участку для предпенсионеров. Раньше на него имели право только пенсионеры. Если участок 6 соток и меньше, платить налог вообще не придется. Если же больше, налог рассчитывают за оставшуюся площадь. Кроме того, в силу вступает льгота, освобождающая предпенсионеров от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта определенного вида. Это может быть, например, жилой дом или его часть, квартира, комната, гараж. Из каждой категории можно выбрать по одному объекту и не платить налог за него. Условия: недвижимость не должна использоваться в предпринимательской деятельности, уточнили в Федеральной налоговой службе. К списку ограничений на трудоустройство для бывших заключенных планируют добавить еще один пункт. Человек, отсидевший срок за тяжкое преступление, не сможет сесть за руль такси. Сейчас Минтранс разрабатывает пакет законопроектов, запрещающих работать таксистами гражданам с судимостью. Соответствующие поправки планируется ввести в Трудовой кодекс, а также ряд других законов. В случае принятия поправок справки об отсутствии судимости будут требовать у водителей, в том числе интернет-агрегаторы такси. В законодательстве уже есть несколько статей, предусматривающих запреты для бывших осужденных. Например, судимого не возьмут в школу учителем или тренером в детскую спортивную секцию. Человек, отсидевший срок, должен забыть о госслужбе, работе на стратегических предприятиях. Меньше чем через 2 недели станет известно имя победительницы республиканского конкурса красоты и грации «Мисс Якутия-2020». Накануне организаторы и 27 красавиц со всех районов республики провели пресс-конференцию для того, чтобы приоткрыть завесу тайного главного фэшн-шоу региона. В этом году победительница станет обладательницей квартиры. Также первая красавица Якутии получит возможность представить республику на «Мисс Россия-2020». Финал конкурса состоится 24 января в Центре спортивной подготовки «Триумф». Сегодня у нас состоялась церемония «Алгыс» в усадьбе Атласовых. Также девочки сегодня заселились в гостиницу «Лена». И начиная с сегодняшнего дня по назначенной даты, то есть 24 января, они будут полностью проживать в гостинице «Лена». Безусловно, в связи с участием в конкурсе «Мисс Республика Саха-Якутия» жизнь наших красавиц будет делиться до конкурса и после конкурса. И, несомненно, это очень важное, очень яркое событие в каждой из 27 красавиц. 2 якутских борца взошли на пьедестал всероссийского турнира в Красноярске. Максим Толмачев, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, одержал победу над Эриком Джоевым со счетом 7-2 и получил золотую медаль турнира. Этот результат позволит нашему спортсмену выступать на гран-при Ивана Ярыгина, который пройдет уже в конце января. Другой якутянин Нургур Сергин взял серебро в весовой категории до 92 килограммов. Якутской ГРЭС исполнилось 50 лет, и у нас в гостях Александр Дмитриевич Субботин, главный специалист службы производственного контроля и охраны труда, Анна Александровна Чашина, ведущий специалист отдела кадров, и Дмитрий Александрович Осинский, заместитель начальника цеха тепловой автоматики и измерений. Доброе утро. Доброе утро. Ну, важная дата, прямо, наверное, важнейшего, одно из важнейших предприятий нашего города. На вас все зиждется. Да. Тепло вы нам дарите. Да. Как настроение? Свет тепло даем. Поздравите своих Замечательно. коллег сразу, наверное. Настроение да? замечательное. Да, конечно, очень хотелось бы поздравить наших коллег с такой замечательной датой. Станции исполнилось 50 лет. Надеемся, что будем идти также дружно и безаварийно к следующему юбилею нашему, чтобы у нас, как у нас есть такая традиционное поздравление у энергетиков, безаварийной работы всем нашим коллегам, и чтобы свет и тепло сердец наших коллег дарило свет и тепло в дома наших горожан. Ну, как хорошо сказано. Да. Даже тепло стало. Надеемся. С такими улыбчивыми людьми всегда теплее рядышком, да? И Александр, расскажите нам, пожалуйста, как все начиналось? Вы участвовали при монтаже и при запуске? Да, мне пришлось участвовать.
Я пошел на ГРЭС в 69 году, в июле. Сначала мы работали на таких работах. Вот делали прокол для газовых труб под трассой в авиапорт. Там были такие случаи, там тяжело пришлось лазить в трубу. Ого. Да. Затем где-то с сентября месяца начался монтаж. И вот с октября я с монтажниками работал. Оборудование очень сложное, новое, Непонятно. непонятное. И чтобы изучить лучше, я, в общем, участвовал в монтаже системы Непосредственно. регулирования ГТУ номер 1. Вот работали, не считая со временем, но в это время где-то по 10-12 часов. А самое началось это, конечно, в декабре. А холод, а вот эти все просто наши условия, как справляются? Ничего страшного, мы не обращали внимания. Да, на самом деле даже вот... Ничто не учитывается, да? И одежды даже нормальной же не было, такой вот хорошей. Да, Как вот? не было такого, как сейчас ходят. Было одно желание. Было желание. А сроки сделать. какие вам поставили? А кто вас Сроки жесткие контролировал? поставили, очень жесткие сроки до Нового года запуститься. И вот мы весь декабрь, вот тут работали мы по 16, 18 Минус часов в 50 с сутки. лишним градусов. Да. Не, ну внутри-то тепло было. Все равно. Все равно более-менее. Ну, наружные Иногда работы, то есть, спали закончены. там прямо на месте. Некоторые ездили домой отдохнуть. Семья что ваша? Как? Ну, семья понимала. Дети маленькие были. Детей не было еще. Детей не было еще. Детей не было еще. Супруга только была. Ну и декабрь у нас много было, значит, нестыковок по системе регулирования. Приходилось переделывать на месте прямо. Переделывать. И по балансировке турбины были большие проблемы. Никак не могли убрать вибрацию. Вот. Ну, справились. Но В срок справились. запустили. Да. Довели. Попытались 31-го запустить. Маленько не получилось там у нас. Ну, перерыв мы оставили. Но и 10-го мы запустили. Полноценно Далее уже. вышли на холостой ход, взяли нагрузку. Первое, электрический ток, как говорили тогда, медленно, наверное, пошел по проводам. Это так написали в газете. Важнейший этап нашего Да. города, да? Дмитрий Александрович, вообще про историю ГРЭС, да? Вот с тех пор как все поменялось? Много чего поменялось. Все поменялось. Я в 97 году пришел, в апреле на работу. Устроился, поучаствовал в реконструкции первой очереди. То есть мы ГТУ-3 поменяли, ГТУ-4 поменяли. Резервный источник построили, аварийный источник построили, сетевую насосную. Там постоянно что-то строится. Эта стройка никогда не закончится, по-моему. 1 ноября 2017 года запустили ГРЭС-2. Да. Это тоже Да. наш единый общий коллектив, это наша станция. Просто чисто технологически, чтобы различать две станции, находящиеся в двух разных местах, есть якутская ГРЭС и якутская ГРЭС-2. Да. Но это все тот же костяк, это да? все вместе. Это все, Удобнее мы один питать, да, с двух филиал, сторон? одно предприятие, один коллектив единый. Сейчас вот у нас в декабре буквально 2019 года запустили новый объект, это пиковая водогрейная котельная. Сейчас уже идут проектные изыскательские работы для строительства второй очереди якутской ГРЭС-2. То есть у нас на станции никогда не бывает такого, что вот мы построили и Сели и работаем. чай Да. пьем, да? У нас всегда что-то новое, новое оборудование, наука идет вперед, модернизация Это да. постоянно происходит. Поэтому у нас все время получается так, что приходится учиться новым профессиям, А как изучать вы новое себя, оборудование. скажем так, модернизируете свои знания, вот сотрудники?
Постоянно доучивать? Постоянно. И самообучение, и курс повышения квалификации, и приезжают, коллегами, да, естественно, обмен приезжают опытом. коллеги, которые нас учат, которые производят монтаж оборудования, они точно так же учат наш персонал Инструктаж, работать да? на новом оборудовании, конечно, да, это постоянный процесс. Ну, а каким нужно быть человеком, наверное, чтобы работать в таких, ну, напряженных условиях, ответственно? Ну, вы знаете, Ответственным надо быть. ответственность это очень важно, потому что коллектив станции это единый организм, и все взаимосвязаны. У нас не получается такого, чтобы кто-то был сам по себе, да. Например, состав смены это люди с разных цехов. И работа станции вся, то есть тепло и свет в городе зависит от того, как слаженно работает смена, как слаженно работают ремонтные бригады, другие все наши подразделения, да, потому что нельзя, например, сказать, что есть какие-то важные или неважные подразделения. Коллектив это единое целое. И от слаженности коллектива зависит вот именно как город целая будет работа, снабжаться, да. результат нашей работы, чтобы в городе было светло и тепло. Потому что в наших северных условиях самая Не дай большая бог, награда для персонала нашего, для нашего коллектива, это то, что когда ты выходишь, особенно вот зимой в минус 50 и сквозь туман, светятся окна горожан. То есть все хорошо, станция работает, все при Всё в свете, штатном при тепле, режиме, да, да? при тепле, Точно, всё в все штатном замечательно. Поэтому у нас и вот такое пожелание всегда безаварийной работы, чтобы, потому что это очень огромная ответственность. Ответственность, профессионализм, то, о чем мы уже сказали, да, потому что у нас необходимо нам постоянно изучать новое оборудование, двигаться вперед. Плюс, конечно, стрессоустойчивость должна быть очень серьезной, потому что бывают ситуации, когда буквально в считанные секунды необходимо принять правильное решение, чтобы город не остался без света и тепла. Ситуации бывают разные. Ну и вот знаете, в энергетике не бывает случайных людей и равнодушных людей, потому что те, кто остаются, приходят многие, бывают люди, не выдерживают напряжения вот такого режима работы, да? такого уровня ответственности, они не понимают, что это очень серьезно и очень важно для города. Такие люди у нас не задерживаются. Еще раз, работают еще раз только поздравляем с юбилеем. ответственные. Особенно вас, Александр. Вы были в начале. Вот вы сейчас живы и нам рассказали. Это было очень интересно. Спасибо, Еще что раз пришли к нам вас в с гости. юбилеем. Большое спасибо вам Спасибо за вашу большое. серьезную, ответственную работу. И действительно, пусть все будет в штатном режиме. Спасибо вам большое за Далее поздравления. перерыв. Не переключайтесь. Друзья, вы смотрите программу «Новый день». Сегодня понедельник, 13 января. Наконец-то рабочий день. Давайте напомним телезрителям, Максим, какая погода ждет нас сегодня? По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы минус 20, минус 24, днем минус 25, минус 27. Заречье минус 20, минус 32, днем минус 26, минус 28. Южные Улусы минус 20, минус 22, днем минус 20, минус 26. Вилюйские Улусы минус 28, минус 29, днем минус 15, минус 26. Нижнеленские Улусы минус 30-35, днем минус 29, минус 32. Западные Улусы минус 22, минус 28, 23, минус 26 днем. Колымо-Индигирские Улусы минус 31, минус 50, днем минус 28, минус 36. Янские Улусы минус 34, минус 37, днем минус 24, минус 30. Северо-западные Улусы минус 29, днем минус 25, минус 30. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха ощутимая, да, минус 39 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 1,4 метра в секунду, днем ожидается минус 30, минус 32 градуса. Холодно. Ну, на самом деле для Якутии это, конечно, еще не самые холода, но, тем не менее, погода берет свое. Совсем скоро крещенские морозы. Тихо идем к этой цели. Да. В Якутске вот уже 3-й год работает кванториум Energy Quant, где ребята учатся, как сберегать энергию, откуда берется энергия, учат фотонику и так далее. Уже принимают участие на всероссийских научных конференциях. А еще для детей откроется кружок высокотехнологической математики.
Ученик 8 класса школы номер 2 города Якутска Игорь Яковлев готовится к Всероссийской научной практической конференции. Игорь с прошлого года ходит в Energy Quantum, где изучает альтернативные источники энергетики. И его проект связан именно с этим. Мы готовимся к проекту, детскому проекту, проект H. И мы представляем электромагнитный излучатель, пушка Гаусса. И она сходна с устройством, известным как линейный двигатель. Она, как сказать-то, она была разработана немецким ученым Карлом Гауссом, который заложил основу математической теории о электромагнетизме. В последнее время уделяется большое внимание развитию детских технопарков в республике. А в Energy Quantum дети изучают электрохимию, фотонику. Это те разделы, которые в школе не изучаются. Таким образом, они расширяют, углубляют свои знания. Вся программа, которая изучается детьми в Energy Quantum, она очень актуальна в данный момент, потому что уже идет подготовка учителей даже физики по предмету электрохимия. Это то же самое будет изучать дети не только в Energy Quantum, доступно будет не только квантарианцам, но и любому школьнику в школе. Энергия – это самое главное, что необходимо в будущем будет, и его будет не хватать. Соответственно, дети должны заранее думать, как можно рационально использовать энергию, экономить, эффективно использовать, да, и ее беречь. На данный момент на базе Дворца детского творчества реализуется федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». Таким образом откроется высокотехнологичный кабинет математики. Мы рады тому, что участвуем в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики». Каким образом? Это у нас кружок математики и информатики, бином. Благодаря федеральному гранту у нас сейчас идет подготовка кабинетов высокотехнологичных. То есть если для большинства математика представляется тетрадью с ручкой и калькулятором в лучшем случае, то у нас кабинет математики будет очень высокотехнологичным. На сегодня главная цель системы образования в Якутии – это создание общественной среды, в которой каждому доступно качественное образование. И детские технопарки – это прежде всего уникальная среда для развития универсальных навыков и предметных компетенций через решение реальных кейсов. Наталья Колесова, Евгений Рязанский. Новый день. Ну вот так, прогресс не стоит на месте, наука развивается, и дети становятся все умнее и умнее. Боже мой, мне даже стыдно себя сравнивать 20 лет назад, что было. Ну что ж, друзья, давайте сейчас пообщаемся с молодым поколением ученых, наверное, даже можно так сказать. К нам сегодня в гости пришли участницы «Шага в будущее» Валерия Киренская, ученица 10 класса университетского лицея СФУ имени Амосова, и Нарьяна Спиридонова, ученица 11 класса Маганской школы. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Как настроение? Хорошее. Отлично. Поскольку проснулись сегодня? 6 часов. Ну вот так вот. Не мы одни так рано просыпаемся. Да, итак, с каким проектом вы приняли участие, с какого года работаете над этими направлениями? Да, Валерий, наверное, давай с тебя начнем. В «Шаге в будущем» какой проект ты представила? О чем он? Я представила проект синтеза и исследования наночастиц серебра и их антимикробных свойств. Работаю над проектом всего 3 месяца, только начала. Звучит очень серьезно, да? А если простыми словами, что это? Для чего это? Мы исследовали физические и антибактериальные свойства наночастиц. Гипотеза нашего исследования состояла в том, что наночастицы обладают антимикробным свойством. Серебра именно, да? Но я слышала про то, что серебро, на самом деле, вот воду, когда опускаешь ложку серебряную, вода становится вроде как лучше. Что это такое, это правда? Ну да, в принципе, но здесь речь идет о наночастицах. Они имеют более эффективное действие, поскольку их размеры значительно малы. То есть они, получается, еще и лучше проникают, да? Все, что есть нано, это эффективнее. Хорошо. Как проводится это исследование? Вот на практике что берете, что с чем складываете? Вам научным языком? Нет, нам простым гражданским. Мы берем обычные реактивы и смешиваем. И сперва создаем раствор с наночастицами, далее мы проверяем с помощью микроскопов. Потом мы уже исследуем на образцах, на самих, например, пищевых продуктах, на помидорах в данном случае. И
смотрим на действие, взаимодействие наночастицы микробов, которые мы выращивали тоже. Вот теперь все понятно. А в будущем как можно будет применять вот результаты твоей работы? Результаты могут помочь при разработке бактерицидных средств и в пищевых продуктах есть же упаковки. Вот в упаковке можно внедрять наночастицы, которые будут увеличивать срок хранения продуктов. Вот на самом деле все серьезно, но, скажем так, практическая польза всем понятна, да? Девочки, шаг в будущее, что значит для вас вот эта конференция? Ну, какие возможности дает? Вообще конференции всегда дают опыт и возможности. Они довольно интересны и дают вклад в будущее, например. Когда ты поступаешь, если ты еще занимаешь призовые места, это бонус отличный. Да, бонус. А как у вас с призовыми местами, с вашими проектами? Ну, лауреаты. Лауреаты у нас сидят, Максим. Нарьяна, расскажите о своем проекте. Моя тема называется «Влияние питьевой воды на здоровье учащихся Маганской школы». Вот прям так, да? Нарьяна представляет Маганскую школу. Как ты проводила свои исследования? В общем, в нашей школе многие ученики имеют различные переломы и различные заболевания. И мы пришли к выводу, что это из-за того, что они пьют некачественную воду. Вот, некачественная это какая? Это подземная вода. Местная, да, получается? Ваша местная, да? Да, она со скважины, и получается в ней избыток фтора, натрия и лития, что очень плохо влияет на здоровье учеников. Также большинство учеников пьют ледовую воду, в которой также очень мало кальция и йода, что также влияет на развитие различных заболеваний и переломов в том числе. Как отслеживали? Мы проводили опрос среди наших учеников с 1 по 11 класс, в котором участвовало 273 учеников. Вот. Ученика, ага. Да. Как часто они пьют воду, получается? Ну, это постоянно, да? да? Вот мы именно провели опрос, заболеваний. Какую именно они воду пьют, сколько у них было переломов и так далее. Это сейчас ты еще ведешь, получается, да, вот это расследование, даже можно сказать? Проект будет у тебя в работе сколько? Сколько ты планируешь им заниматься? Ведь действительно, наверное, сейчас он не заканчивается. Да, но последний год уже работаю над этой темой, а так я над этой темой работаю 3-й год уже. Вот. Начала в 2018 году и провела сравнительный анализ с 2013 годом. В 2013 году проводили подобную работу, вот, и сравнительный анализ, как 5 лет разница, в чем, что изменилось, увеличились ли переломы, какие-нибудь заболевания и так далее. Ну а как-то по результатам работы что-то принято решение, чтобы дети были здоровее? Ну, мы написали письмо администрации села Маган, чтобы они выделили деньги 2 многодетным семьям, потому что они пьют как раз-таки эту подземную воду. Вот. Выделили деньги. Вот. На лицо социальная составляющая. Нарьян, наверное, тебе первый этот вопрос задам. Серьезная, достаточно научная работа в течение 3 лет. Ты в этом году выпускница, верно? Да. Куда планируешь поступать? Какой видишь свою жизнь в будущем? Будет ли она связана с наукой? Я пока не знаю, на кого поступать и куда. Но, наверное, на медицинский. Да. Если тем более такая забота о своих школярах, друзьях. Валерия, но с тобой все серьезнее. Ты ученица лицея при СВПУ. Вот расскажи, что это за учебное заведение, как выстроен ваш график занятий и кем ты себя видишь в будущем? Ну, наш лицей был открыт недавно, 4 года назад. И каждый год они принимают детей с 10 по 11 класс по 2 направлениям сперва было. Это физико-технический и математика IT. В этом году добавили еще 2 направления. Химико-технологический и биолого-экологический. Лицей очень хороший, сказала бы. Открывает очень много возможностей, потому что СВФУ также вносит вклад в наш лицей. И детям дается возможность ездить на всероссийские конференции, куда меня, в частности, может отправить, да. Надеемся, да. Валерия, ты будешь в будущем ученым? Какое направление выберешь, если будешь? Физика. Физику я люблю. Ну, возможно, планирую, может быть, стать учителем. Расскажите о ваших научных руководителях.
Да. Кто Кто это? вам помогал в реализации ваших проектов? Моим научным руководителем является Неустроев Ефим Петрович. Он доцент кафедры радиофизики в СВФУ, в ФТИ. Марьяна, твой? Мой руководитель Сидорова Зоя Михайловна, учитель биологии. Вот такие интересные проекты Да. ребята готовят. Девочки, будем следить за вашими успехами. Я надеюсь, что вы действительно свяжете свою жизнь с наукой или с медициной, потому что такие увлеченные молодые ученые должны действительно по Да, профилю для нас работать. это надежда, да, на будущее. Хочется пожелать вам успехов дальнейших, больше конференций, больше интересных работ, и будете радовать нас лет через 10 уже как специалисты. Ну что ж, у Друзья, нас совсем чуть-чуть, вот мы уже прощаемся с вами. мы Далее Якутский передаем блок. право правления якутскому блоку.